Добрый вечер, вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. Лесной пожар в Сунтарском Улусе. В одном из наслегов объявили ЧС. Тушат всеми силами. Столетний план развития. В рамках проекта под таким названием в Хангаласском районе обсудили перспективы на ближайший век. Якутия-24 глазами детей. В День защиты детей стали известны итоги конкурса рисунков от нашего телеканала. Лесной пожар действует в 900 метрах от села Тюбяй в Сунтарском районе. Как сообщает Министерство экологии региона, причиной возгорания стал человеческий фактор. Площадь пожара 10 гектар. На территории наслега введен режим ЧС. На тушение привлечено 109 человек. Дополнительно проводится мобилизация сил из наслегов Кутана, Эльгай, Тюбяй-Жархан, Кюкяй, Кюндея и Сунтар. С северной стороны села организовали нереализованную полосу длиной в полкилометра. Также для ликвидации пожара выезжают десант с Мирного и вылетел вертолет с водосливной установкой из Якутска. В Якутии за минувшие сутки заболели коронавирусом еще 102 человека. Из них в Якутске 62 случая заражения. Что касается районов, то в Амгинском Улусе 9 человек, в Мегино-Кангаласском 8, в Вилюйском 5, еще в 9 районах от 1 до 3 заражений. Еще раз особого внимания к вакцинации семей беременных женщин, так как мы имеем очень тяжелые случаи, законченные в том числе летальным исходом, в связи с чем еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации проживающих с беременными и находящимся в контакте с беременными сотрудниками, работниками, те, кто проживает в одной семье, членами семьи, так как эта группа лиц на настоящий момент находится в зоне риска. К другим темам перспективы на ближайшие 100 лет обсудили в Хангаласском Улусе в рамках проекта под названием «Столетний план развития». Данный проект вдохновлен произведением Платона Аюнского «Великий столетний план», в котором он расписал этапы развития Якутии по десятилетиям, вплоть до 2017 года. Все подробности у нашего корреспондента Виолетты Засимовой. Проект «Столетний план развития» стартовал 27 мая и продлится до 20 июня. За это время инициативная группа, состоящая из представителей Высшей школы инновационного менеджмента, Корпорации развития Якутии, Центра стратегических исследований Республики, Технопарка Якутия и других организаций, должна посетить все районы республики и провести на местах двухдневные стратегические сессии. Обсудить с людьми, как они видят роль свою в жизни района, как они видят развитие своего района на ближайшие 100 лет, как они видят его роль в жизни всей республики, как они видят жизнь республики через 100 лет. Первая сессия состоялась в Намском Улусе. Далее инициативная группа направилась в Хангаласский район. В первый день работы сессии участников ввели в курс дела, задавая вопросы для общего обсуждения. В первой половине дня мы обсуждали изменение смысла слова «хозяин», что значило это слово 100 лет назад, что значит сейчас и что это может значить в будущем через 100 лет. Далее участников ждали работа в командах, подготовка докладов и рефлексия. Во второй день для них будут организованы открытое пространство, работа с шаблоном проекта и пленар. К концу сессии участники должны сформировать план развития района на 100 лет вперед. Хотелось бы видеть, конечно, более развитую, чем сейчас. И люди будут уже как-то по-другому относиться к своей жизни. Например, это право выбора, решения и так далее. Итогом проекта «Столетний план развития» должен стать документ, который отразит общий порыв всего населения. Он будет опубликован на официальном сайте проекта и внесен на рассмотрение в правительство и Госсобрание республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В Уснере строят дома для переселения граждан из аварийного жилья. Из Аймяконского района передает наш корреспондент Светлана Поцелуева. Первую свою нового дома для переселенцев из аварийного жилфонда забили осенью прошлого года. На зимнее время строительство было приостановлено.
И вот работы возобновились. Планируется построить у нас по программе переселения до 2025 года 7 домов. Должно переселиться 780 человек. Строить на севере удовольствие не из дешевых. Все необходимое приходится завозить. Построили завод, бетонно-смесительную установку на базе у нас. Завод с материала производится с города Якутска. Материалы все на 100% для возведения данного дома завезено в Уснеру. На строящемся доме уже залито цокольное перекрытие, возводится второй этаж. Работает бригада строителей из Якутска. В бригаде 22 человека, вместе работают не 1 год. О строящемся доме рассказывает прораб Василий Спиридонов. Здесь будет многоквартирный, на 17 квартир жилой дом, монолитно-каркасный. Стены, колонны монолит, полы монолит, стены кирпич, шлакоблок, и утепление наружное и с фасадной обшивкой, краспан, типа краспан будет. А будущие новоселы время от времени прогуливаются у стройплощадки, ведь дом по плану должны сдать до конца этого года. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Сегодня, в 1 июня, в Алекминском роддоме прошла торжественная выписка новорожденных. Семьям вручили подарки, рассказывает Елена Фаст. Маленького льва ждала вся его большая и дружная любящая семья. Левушка – 4-й ребенок у Ирины и Владимира Лариных. Меня дома ждут 3 дочки и сын. Сейчас уже будет ждать дома. Я счастлив. Последние минутки. Дочки с нетерпением заглядывают в окошко. Ну где же мамочка? Ждут и бабушки. Чувство радости за детей, благодарности невестки. Назвали его Лев, потому что 10 лет ребята женились. И все время, когда поджидали мальчика, все время у них был лев. И вот, наконец-то, радость переполняет от того, что мечты сбываются. И когда еще больше сердце прямо колотится. Традиционно выписывающихся встречают не только родные с букетами, но и служба ГИБДД. Автокресло в подарок родителям. Традиция у нас уже существует более 5 лет. А это связано с безопасностью, конечно, прежде всего дорожного движения, с безопасностью перевозки пассажиров. И, как принято, у нас 1 июня мы всегда вручаем кресло при выписке из роддома. Цветы подарены. Дочки наконец-то обняли свою маму, по которой успели соскучиться. Счастливая семья поехала домой, где теперь к звонким девчачьим голосам добавится уверенная мальчишеская «Уа». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сегодня, в День защиты детей, также стали известны итоги конкурса рисунков нашего телеканала «Якутия-24. Глазами детей». Работы конкурсантов были разделены по 3 возрастным группам, рисунки принимались в традиционном и диджитал формате. На конкурс поступило более 100 работ из разных уголков республики. Жюри было сложно сделать свой выбор, все рисунки отвечали всем требованиям конкурса. Творчество детей можно будет увидеть в наших межпрограммных пространствах телеканала «Якутия-24». А победителями конкурса стали Айсен Николаев, Слава Павлов из Верхневилюйска и Наталья Посельская из Тулагина. Мы, как телевизионщики, конечно, уделили внимание деталям в рисунке. Были рисунки, где просто присутствует один ведущий, но нас интересовало то, что как ребенок видит нашу профессию, поэтому наличие камер, окружающей обстановки, каких-то деталей для нас было очень важным. Кроме того, актуальность темы, доступность и то, как видит ребенок нас, также яркость картины тоже имели огромное значение при выборе героев. В Селеберди-Гостях сегодня открыли первый в сфере семейных развлечений контактный мини-зоопарк. Автором идеи выступила ученица 9 класса Улусной гимназии Яна Данилова. В мини-зоопарке на данный момент живут более 20 видов животных. Юная хозяйка полностью обеспечивает все комфортные условия для обитания для своих животных. Все звери спокойны, здоровы, легко идут на контакт с людьми. Этой весной прошел конкурс «Бизнес-стартап». В этом бизнес-стартапе я заняла 3-е место и получила сертификат на посещение центра «Мой бизнес».
После этого я участвовала в форуме общественного действия и развития. Там я получила денежные призы. В нашем зоопарке находится очень много животных, таких как жеребенок, свинья, гуси, утки. Также у нас есть контактные животные, как кролики, черепахи, хомячок и ежик. Ко Дню защиты детей Целевой фонд будущих поколений совместно с компанией «Алроса» провели для учащихся школ Якутии онлайн-турнир по шахматам. Мероприятие длилось 1,5 часа и собрало вокруг себя рекордное количество участников. По сравнению с предыдущими годами это более 185 юных якутян из 19 районов республики. Соревнования прошли на сайте lichess.org в формате «Арена» по 3 возрастным группам. Победители и призеры шахматного турнира были награждены спортивными инвентарями, призами и интеллектуальными настольными играми. Качество игры участников увеличилось, и победители и призеры из многих муниципальных образований, город Якутск, город Мирный, село Намце, Сунтар. Например, позапрошлом году было победители все из города Якутска были, но в этом году многие муниципальные образования в числе победителей и призеров. Это очень отрадно. Жители Амги куст рододендрона называют амгинской сакурой, так как куст внешне напоминает знаменитый цветок японской сакуры. В это время года растение становится местной достопримечательностью. Люди ездят туда фотографироваться. Цветение этого красивого куста приходится на конец мая, но зависит от погодных условий. Сам куст растения цветет лишь около 10 дней. Экологи Амгинского района призывают население бережно относиться к столь красивому растению и не рекомендуют пересаживать к себе домой, так как куст очень уязвимый и не растет в домашних условиях. Рододендрон любит каменистую высокую местность, поэтому растет в сопках и возвышенных местах. Видов рододендронов у нас в республике. Цветки вырастают примерно 2 сантиметров. Это кустарник, ядовитое растение. Размножение можно сделать стратификацию, собрать семена и тоже посадить с помощью стратификации. Всходы выходят в течение 20-25 дней. Можно так посадить. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.